Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто скоро будет предлагать вам отношения? Что это за человек? Чем занимается? Может быть, имя покажет? И какие отношения будут вам предлагать? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо, просто загадайте на себя. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы. И поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Хо, интересно. Ну, давайте начнем с того, что вы очень интересная женщина, очень красивая, ресурсная, самостоятельная, вы не любите от кого-то зависеть, у вас есть цели, вы к ним идете, как бы вам тяжело не было, вы от них не отступаете. Плюс у вас какой-то повышенный уровень ответственности, ответственности за тех, кого вы любите. Семья, дети, родственники, животные. Вы очень обязательный человек, очень порядочный человек. Вы обладаете красотой, но красоту вы свою как-то вот прячете, да? Вы ее не подчеркиваете, а наоборот, она у вас такая вот природная, естественная, и вы не стремитесь к тому, чтобы привлекать вот прям всеобщее внимание. Вы такая, как вы есть. Вы себя воспринимаете очень трезво и даже принижаете свои достоинства в каком-то вот, знаете, ракурсе. Есть девочки, которые подчеркивают, а вы наоборот, вот как прикрываете. Может, у вас попа очень красивая, а вы наоборот стараетесь такое одевать, чтобы там ее не подчеркивать. Может быть, грудь у вас очень красивая, а вы там прям декольте на дух не переносите. Понимаете? Есть скромность, какая-то вот природная скромность у вас. Вы всегда привлекаете мужчин. Вот сколько бы вам лет не было, вы всегда привлекали, привлекаете и будете привлекать мужчин. Не бойтесь взрослеть, ведь вы будете все лучше и лучше становиться. Вы будете раскрываться вот прям с самых таких неожиданных сторон. Вас всегда воспринимают мужчины просто на ура. Вы пользуетесь популярностью у мужчин. Возможно, я вам, конечно, в Америке не открыла, возможно, вы и сами все без меня знаете, но тем не менее песочек так и показал. Девочки, у вас тут какая-то поездка намечается, очень, кстати, удачная и успешная. Вот вас прям песочек предупредил, скоро ты поедешь, причем не думай ни о чем, просто поезжай, там будет хорошо, там ты добьешься всего, чего хотела, либо сделаешь все то, что хотела. Хорошая, эффективная поездка у вас будет. Меньше думай, да, больше делай. Так, по поводу мужчин. Ну, во-первых, вы должны знать, что для одного из мужчин из вашего прошлого вы стали роковой женщиной. В каком плане? Этот мужчина, возможно, не оценил вас, когда вы были с ним, но вот по прошествии времени вот стало все очевидно, что лучше вас просто не существует, что он дурак, дурачина, что вас потерял, что вовремя не рассмотрел, что не смог обеспечить вам, да, ту жизнь, которой вы достойны, дать вам свою любовь, сохранить ваши отношения, сохранить те чувства, которые между вами были. Как-то он, знаете, вот как разбрасывал то, что имел. А теперь пришло время собирать камни. Вот сидит он такой горемыка и страдает по вам, и слезы льет. У кого-то из девочек отыграется, что он будет пытаться делать возврат, да, то есть он будет пытаться вернуться в вашу жизнь. Конечно, такое себе удовольствие, тем более я вижу, что вы его не ждете, вы ему не будете рады, что вы не поверите его словам и, в принципе, правильно сделаете. Я не вижу, чтобы он поменялся, я не вижу, чтобы он, ну, действительно вот трезвым взглядом посмотрел на себя. Кстати, может быть, он и пьющий человек, пьющий, и это стало причиной, почему вы расстались. То есть, как пил, так и пьет, понимаете, и пить еще будет. Либо, как был там гулёна, так гулёна и остался. То есть у него, извините, мозг, он туда вниз перетекает, и голова ни о чем не думает. Да? Вот он раб своих желаний, раб своих страстей. Поэтому возвращаться к этому человеку, ну, это абсолютное безумие, и я вижу, что вы этого не сделаете.
Вот что бы он там ни говорил, как бы там ни просил, вы этого не сделаете. Это правильно. Так, а у кого-то отыграется, что этот мужчина будет какие-то послания вам передавать, интригующего характера, просить, может быть, о каком-то участии, там, о помощи, о подсказках, о, может быть, каких-то прошлых событиях вам там намекать, говорить. Ну, в общем, будет тянуть вас обратно. Но не соглашайтесь, не соглашайтесь. У вас нет дороги назад в прошлое, у вас дорога одна, только вперед, в будущее. А в будущем, смотрите, у вас тут кавалер. Причем кавалер, ну такой, знаете, весельчак, интересный, симпатичный, но вот как будто бы чего-то не хватает. Но вы с этим мужчиной будете встречаться. То есть, может быть, сходить в кино, в ресторан согласитесь, в кафешку, может быть, согласитесь пойти, куда-нибудь просто погулять в парк. Да? Вы куда-то будете с ним несколько раз ходить. И вот именно этот ваш кавалер, которого вы уже знаете, вас познакомит с вашим будущим мужчиной. Это его какой-то друг, либо приятель, либо знакомый. То есть, понимаете, через мужчину идет у вас знакомство. Вот. А новый человек, смотрите, что делается. Да? Вот она вы, скорее всего, у вас есть дети, за вашей спиной вот кто-то стоит, либо дети, либо родители, от которых вы не можете отдалиться, да, это часть вас. Если человек будет вас принимать, то он должен принять и ваших родителей, либо ваших детей, либо ребенка. Вот вы стоите, вот за вами стоит ваш близкий человек, и вот он новый мужчина, который вам вот дает это семейное дерево. Вы видите? Прям на руках подносит и говорит: давай вместе его посадим. Давай мы посадим наше семейное дерево, будем его растить. Это будет наша семья, мы будем счастливы, я буду тебя любить, я возьму ответственность за тебя. В конце концов, да, распалим, да, этот очаг и создадим семью. Здесь мужчина однозначно будет настаивать на семейности. Либо как гражданский брак, либо официальный брак. Но все равно, даже если гражданский, вы в какой-то короткий промежуток времени все равно подадите документы на официальный брак. То есть для него это будет важно. Не для вас, а для него. И именно он будет на этом настаивать. Смотрите, у этого мужчины за спиной такое огромное-огромное сердце. То есть этот мужчина умеет любить, умеет и хочет, и готов любить. Просто ему нужно будет ваше согласие. А вы будете думать, а вы будете выбирать, а вы будете перебирать, а вы будете его испытывать, к нему будете присматриваться. И это правильно, девочки, конечно, правильно. Что ж свою жизнь разбазаривать на всяких там мужиков? А пусть докажет сначала, что он вас достоин, а потом уже вы решите. Девочки, вы должны для себя одну вещь узнать. Вы одна не останетесь. Кем бы вы ни были, сколько бы вам лет сейчас не было, вы одна по-любому не останетесь. У вас судьба такая, да, вы привлекательная женщина. Вы всегда в центре внимания, всегда мужики на вас, извините, слюни пускают, мужики о вас мечтают. И мужики были, есть и будут в вашей жизни. То есть выбор у вас всегда будет, и он очевиден, даже сейчас он очевиден. Просто у вас не самый лучший период, когда вы немножко от жизни закрылись. Закрылись, погрузились в какие-то проблемы, в какие-то дела, либо, может быть, смена сезона на вас повлияла. Вы просто не замечаете таких ярких взглядов, которые мужики бросают в ваш адрес. А вот те женщины, которые вас окружают, они это видят. И, кстати, они этому очень завидуют. Имейте это в виду. Даже самые близкие подружайки вам очень завидуют. Так, ладно, возвращаемся к этому мужчине. У мужчины такая, знаете, натруженная шея. Натруженная. Во-первых, этот мужчина не ленивый. Он знает, что такое труд, что такое зарабатывать деньги, что такое брать на себя ответственность. Человек, скорее всего, всю жизнь тяжело работал. Вот сколько бы ему лет не было, да, он все время тяжело работал, трудился. Это не значит, что он там в поле пахал, либо там на заводе вкалывал, хотя в этом ничего дурного нет, но мужчина с такой натруженной шеей пришел. Чем бы он ни занимался, каким бы видом деятельности ни занимался, он привык пахать и себя не жалеть. Это очень классный навык, очень классный. Поверьте, для мужчины это прям характеристика номер один. По поводу его характера. Характер у него, конечно, серьезный. Мужчина, который мало говорит,
Мало. Вот не будет вот это вот люблю, сипуси, ты там мой ангелочек, ты там богиня, царица и прочее. Он не умеет этого делать, он мало говорит. Но свою любовь он показывает в действиях. В действиях, да, пока один там вам дифирамбы поет, этот пойдет в магазин и купит вам, не знаю, золото, да, бриллианты купит, там шубу вам купит, принесет. Вот. Его любовь выражается в действиях. Ну вот сами подумайте, вот что вам более приятно. Пустобол, который вам там языком как помелом метет, рассказывает, какая вы прекрасная, а при этом вы ходите, работаете в 3 смены, пашете, чтобы всех содержать. Либо мужик, который все на себя взвалил, да, он не говорит о своих чувствах, но он все делает. И деньги зарабатывает, и по дому помогает, и с детьми помогает. И прям вот что не попроси, все сделает. Его даже и просить не надо, он и так все сделает. Вот что для вас лучше? Так, еще по этому мужчине я могу сказать, что он любит свою семью. То есть если живы родители, он их очень любит. Если у него есть дети от предыдущего брака, он их очень любит. То есть он любит тех, кого он считает своей семьей. И для них вот он готов в огонь и воду. Когда вы станете его семьей, когда ваши близкие станут его семьей, он точно так же будет относиться и к вашим близким. В принципе, это похвально. Похвально, когда люди себя не жалеют, когда люди действительно знают цену любви. Следующий момент по поводу этого мужчины. Работа у него стабильная, работа у него, знаете, как отлаженная работа. Я не исключу, что этот мужчина занимается сразу несколькими делами. То есть, ну, и работу основную работает, и плюс еще дополнительно что-то делает. То есть он не бедствует. Денег он всегда себе заработает. То ли у него профессия такая интересная, знаете, вот куда бы он ни попал, в каком бы уголке мира ни оказался, он всегда себе заработает, да, на этой профессии, либо на этом умении. И плюс есть еще что-то, что вот в виде, я не знаю, какого-то доп. Заработка, либо какого-то развлечения, которое он может монетизировать. То есть деньги у него есть, с этим проблем вообще у него нет. У него проблема скорее с коммуникацией. А поскольку вы женщина видная, поскольку вы женщина очень такая, знаете, интеллектуалка, развитая, у вас хорошо подвешен язык, вы душа любой компании, да? Вот вы как идеально друг к другу подойдете. Вы активная, он молчаливый, да, то есть вы разговорчивая, он молчаливый. Вот прям идеально. Он будет все время вас слушать и заслушиваться. Вот настолько вы на него будете влиять, настолько вы ему полюбитесь, по сердцу придетесь. Девочки, он как-то быстро вам предложение сделает, прям быстро-быстро, чуть ли не с 3-й встречи, а может даже со 2-й. Да, а может даже на 1-й вам заявит, что он вас замуж возьмет. Ну, посмеетесь, значения, может, не придадите. А он так и поступит, будет вас добиваться, вот чтобы прям вместе и прям к законному браку, чтобы вы вместе шли. Ну, хороший мужчина, мне нравится, порядочный мужчина. Так что, девчонки, я вас поздравляю, мужчина очень хороший идет. Смотрите, последовательно. Здесь кто-то из прошлого проявится в ближайшие, может быть, там несколько дней, недель. После этого у вас какой-то кавалерчик, но вы его точно знаете, этого мужчину. Вы, может, вместе работаете, либо какой-то знакомый ваш мужчина. Вот он вас куда-то позовет, скажет, пошли там в кафешку сходим, пошли в ресторан сходим, пошли там в кино сходим. Вот вы с этим вот кавалерчиком пару раз куда-то сходите, и вот именно этот кавалерчик вас познакомит с вашим будущим мужчиной, который будет вам предлагать серьезные отношения. Это его какой-то друг, может быть даже брат, да, даже так может отыграться. Брат, друг, там, даже какой-то родственник, может быть там коллега, понимаете, вот через него вы познакомитесь. С этим нет, с этим просто развлечение. Ну, посмеялись, там, похихикали, куда-то сходили, как-то время провели. Ну, не ваш этот человек, не ваш. А вот его друг, да, вот это вот прям подойдет. Ну, вы хотите серьезного мужика, серьезно идет. Знаете, как заказывали. Вот что заказали, то к вам и придет. Так, еще хочу на оракуле кое-что посмотреть для вас. Потому что, в принципе, тут информация очень четко нам показана. Во-первых, я хочу посмотреть на ваши вот эти дела, что тут за успех вас ждет. Что за дела у вас тут идут? Смотрите, загадываю на дела, показывают мужика с кольцом. Как вам такой вариант? Ах, как даже карты его рекламируют. Девочки, ну что такое?
Ну вот, как я сказала, серьезных отношений захочет. Он сам вышел, видите, какой красавчик. Смотрите, он тут вам клянется, обещает, что он совсем скоро в вашей жизни появится и избавит вас от всех проблем, от всех трудностей. Так и говорит: милая, не бойся, не волнуйся, все проблемы, все беды и заботы я возьму на себя. Может быть, у вас сейчас какая-то проблема есть, и вы, знаете, измучились, думаете: о, Господи, что мне делать, как мне решить эту проблему? А вот он говорит: не бойся, я вот приду скоро, да, прискочу к тебе, и все твои проблемы мигом порешаю. Да, слушайте, ну заступник, молодец. Только я не это спрашивала. Нет, я уже и так разрекламировала. Куда еще больше рекламы? Я вот еще хочу посмотреть на ваши отношения с этим новым мужчиной. Новый мужчина. Ну да, через человека вы познакомитесь. В каком-то публичном месте познакомитесь. Видите, прям так и показывает, что вот он идет, вот он идет. Красавчик мужчина с кольцом, и типа ваша судьба. Либо мужчина, который поменяет вашу судьбу. Девочки, ну нет смысла спрашивать, тут всю рекламу мужчины дают. Еще его друг. Говорит: я надежный друг. Смотри, какой я классный, я еще и надежный друг. Хороший мужчина идет, хороший. Я вижу, что вы ответите взаимностью, либо, по крайней мере, будете очень серьезно его рассматривать. Такие мужчины на дороге не валяются, и вы это поймете сразу. Так что, девочки, как говорится, совет да любовь. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.